фактом, что в венесуэльском кризисе, ежеминутно угрожающем превратиться в трагедию, в кровопролитную бойню, чувствуется волосатая лапа опытного иностранного режиссера, сомневаться не приходится. На протяжении долгих десятилетий режиссерский сценарий до мелочей отработан на множестве других игровых площадок в Африке, на Ближнем Востоке, в Восточной Азии. Ситуация в стране действительно взрывоопасная, дальше некуда. Десятки, сотни тысяч людей, вышедших на площади Каракаса и остальных городов, тому подтверждение. Ведь все латиноамериканцы – люди с горячей кровью, готовые сойтись в смертельной схватке как за хлеб, так и за идею. И именно эта ситуация разделила население страны на две, пусть даже непропорциональные, части. И именно в этой ситуации опаснее всего подбрасывать в разгорающийся костер междоусобной распреполение, как это делает часть мирового сообщества. Да и вообще вмешиваться во внутренние дела страны, которую, собственно, некоторые сверхдержавы и подвели к жесточайшему экономическому кризису, нельзя. Нельзя делать громкие заявления в поддержку переворота в стране, где есть нормальная государственная инфраструктура, правительственные институты. Нельзя раздувать огонь, при этом понимая и сознавая, что ситуация может выйти из-под контроля и обернуться гражданской войной, в которой, как показывает опыт, жертвы исчисляются не сотнями, и даже не тысячами. Вообще, переворот штука опасная в любой точке земного шара, поскольку может аукнуться совсем не там и не так, где и как планировали заказчики. Ситуация с той же Сирией тому пример. А ведь тогда, лет 10 тому назад, когда западные страны намеренно подогревали в мировом сообществе определенное отношение к сирийскому лидеру Башару Асаду, всем казалось, что озабочены они судьбой многомиллионного народа, населения страны. Результатом стало победное шествие ИГ. Террористическая организация запрещена в России и ряде стран РЕ. По Ближнему Востоку, которое сопровождалось сотнями тысяч жертв среди мирного населения. Обернулась миллионами исковерканных судеб людей, потерявших родных, дом, страну. А в итоге все вернулось на круги своя, и те же западные страны сейчас, увлекшись своими геополитическими играми, о рядовых сирийцах думают в последнюю очередь, если вообще думают. Ситуация в Венесуэле действительно катастрофическая, взрывоопасная. Общество действительно расколото.
Но даже если лишь 30% венесуэльцев поддерживают действующего и законно избранного президента Мадуро, то есть, предположим, остаются в меньшинстве, это вовсе не значит, что с их точкой зрения, с их мнением не должны, не обязаны считаться противники или же иностранные доброжелатели. Эрдоган назвал Мадуро братом, а спросили ли его самого. Весело, а не веселой нынче Венесуэлы больше, чем ведь не могут же те же американцы, канадцы и прочие, объявившие, что признали в качестве президента Венесуэлы самозванца Гуайдо, не понимать, что они лишь подливают масло в огонь. А если понимают, и все равно это делают, то значит, вовсе не о голодающем венесуэльском народе беспокоятся, а исходят исключительно из своих меркантильных, шкурных интересов. И интересы эти, кстати, все на виду у мирового сообщества. Ведь все знают, насколько нервирует тех же американцев присутствие у себя на задворках такой страны, как Венесуэла, идеология которой идет вразрез с принципами родного им капитализма. Знаем, что даже запах социализма, порой через Мексиканский залив, доходящий до берегов Флориды с острова Свободы Кубы, беспокоит их. Не зря еще во времена президентства Обамы США проводила политику так называемой «мягкой изоляции» Венесуэлы. Что уж тут говорить о жестком и решительном Трампе, который и санкции ввел, и провоцировал давление со стороны всего западного сообщества, вгоня целую страну в еще большую яму жесточайшего экономического кризиса. А порой и вовсе докатывался до того, что грозил суверенной стране Венесуэлы военным вторжением. Ведь и сейчас, в этой критической ситуации, европейские дипломаты, сидя на заседании Совета Безопасности ООН, никак не могут отказаться от ультиматумов и угроз. От своей десятилетиями сложившейся и испытанной практики давить на страну, в которой и так складывается ситуация взрывоопаснее некуда. А ведь на самом деле в данном случае позиция американцев, как всегда, проста до примитивизма. Дело, как обычно, в нефти, которой в Венесуэле самые большие запасы в мире. И этими запасами венесуэльцы не просто не делятся с США, но и не позволяют тем контролировать свою политику в этой сфере. Сами торгуют, сами добывают, сами решают, с кем торговать и сотрудничать. А сотрудничают в первую очередь с Китаем, и только во вторую с Россией. И этого уже достаточно для того, чтобы превратить президента Мадуро в политического изгоя в глазах западных политиков и дипломатов. Ведь тот же Китай уже давно делает серьезные капиталовложения, инвестиции в Венесуэлу, речь идет о $50 миллиардов.
Следовательно, сами и контролируют свои инвестиции в венесуэльскую нефть, что, конечно же, не может нравиться дядям из Вашингтона. Ну, и есть еще одна причина, о которой на Западе, конкретнее в США, предпочитают не распространяться. Дело в мировых объемах и ценах на добываемую нефть. Американцы предпочли бы резко увеличить первые объемы и до упора обвалить второе цены. Ведь таким образом удалось бы нанести серьезный удар, во-первых, по России, отношения с которой американцы уже довели до уровня тех, которые были в годы Холодной войны. Ну и понятно, что резкое увеличение объемов добычи и обвал цен на мировом рынке — это смерти подобно для другого противника США на мировой арене для Ирана. Вспомним, недавно в какой-то момент дошло даже до того, что американцы, впервые за многие десятилетия, за месяц экспортировали нефти больше, чем импортировали. Это когда Трамп пытался перекрыть все краны для продажи нефти Ирану. Не удалось, однако неприятный осадок у американцев остался. Они очень трепетно относятся к своим нефтяным запасам, и даже ради того, чтобы нанести чувствительный удар по России и Ирану, свою нефть выбрасывать на международный рынок не готовы. Чтобы перекрыть кран Ирану, чье отсутствие на рынке энергоносителей сразу же вызвало переполох и рост цен, объемы то сократились, удалось как-то договориться с Саудовской Аравией, с Катаром. Однако и те, видимо, какие-то условия выставили. А тут Венесуэла, у которой запасов нефти больше, чем у кого бы то ни было. Вот и можно было бы выкинуть именно эту нефть на рынок. Без потерь для себя. Хейфиц рассказал, от кого будет зависеть дальнейший ход событий в Венесуэле больше, чем не зря самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо обещал народу увеличить добычу нефти в стране до 4 миллионов баррелей в сутки, сейчас добывается порядка 1 миллиона. Казалось бы, это народу и на хлеб, да и на масло для бутербродов хватит. Однако ведь чем больше объемов нефти будет выведено на международный рынок энергоносителей, тем дешевле баррель будет стоить, верно? А значит, Венесуэлу это не спасет, а американцы решат все свои проблемы. И никакой заботой о венесуэльцах и не пахнет, сплошной прагматизм и шкурный интерес.